Рано утром мать уходила со двора в поле на работу, а отца в семействе не было. Отец давно ушел на главную работу, на войну, и не вернулся оттуда. Каждый день мать ожидала, что отец вернется, а его все не было и нет. В избе и на своем дворе оставался хозяином один, Никита, 5 лет от роду. Уходя, мать ему наказывала, чтобы Никита не сжег двора, чтобы он собрал яйца от кур, чтобы чужой петух не проходил во двор и не бил своего петуха, и чтобы он ел в обед молоко с хлебом на столе. А как вечером мать вернется, и тогда покормит его горячим ужином. «Не балуй, Никитушка, отца у тебя нету», — говорила мать. «Ты умный теперь, а тут твое добро наше в избе и во дворе». «Я умный, тут добро наше, а отца нету», — говорил Никита. «А ты приходи поскорее, мама, а то я боюсь». «Чего ты боишься-то? На небе солнце светит, кругом в полях лютно. Ты не бойся, ты живи смирно один». «Да, а солнце ведь далече», — отвечал Никита. «И его облако закроет». Оставшись один, Никита обошел всю тихую избу, горницу, затем другую комнату, где стояла русская печь, и вышел в сени. В сенях жужжали большие толстые мухи. Паук дремал в углу, посреди паутины. Воробей пришел пеший через порог и искал себе зернышко в живой земле избы. Всех их знал Никита, и воробьев, и пауков, и мух, и кур. Они ему уже надоели, и от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать то, чего он не знал. Поэтому Никита пошел далее во двор и пришел в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверное, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек. Днем он спал, а ночью выходил наружу, ел хлеб, пил воду и думал что-нибудь, а на утро опять прятался в бочку и спал. «Я тебя знаю, ты там живешь». Приподнявшись на ногах, сказал Никита, сверху в темную гулкую бочку, а потом вдобавок постучал по ней кулаком. «Вставай, не спи, лодырь, чего зимой есть будешь? Иди просто полоть, тебе труда день дадут». Никита прислушался, в бочке было тихо. «Помер он, что ли?» Подумал Никита, но в бочке скрутила ее деревянная снасть, и Никита отошел от греха. Он понял, что значит таможенный житель, повернулся на бок, либо хотел встать и погнаться за Никитой. Но какой он был тот, кто жил в бочке? Никита сразу представил его в уме. Это был маленький, а живой человек. Борода у него была длинная, она доставала до земли. Когда он ходил ночью, и он нечаянно сметал ею ссор и солому, отчего в сарае оставались чистые стежки. У матери недавно пропали ножницы. Это он, должно быть, взял ножницы, чтобы обрезать себе бороду. «Отдай ножницы», — тихо попросил Никита. «Отец придет с войны, все одно отымет. Он тебя не боится, отдай». Бочка молчала. В лесу, недалеко за деревней, кто-то ухухнул, и в бочке тоже ответил ему черным страшным голосом: «Маленький житель, я тут!» Никита выбежал из сарая во двор. На небе светило доброе солнце, облака не засветили его сейчас. И Никита в испуге поглядел на солнце, чтобы оно защитило его. «Там житель в бочке живет», — сказал Никита, смотря на небо. Доброе солнце по-прежнему светило на небо и глядело на него. В ответ теплым лицом Никита увидел, что солнце было похоже на умершего дедушку, который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой, и смотрел на него, и Никита подумал, что дедушка стал теперь жить на солнце. «Дедушка, ты где? Ты там живешь?» — спросил Никита. «Живи там, а я тут буду. Я с мамой». За огородом в зарослях лопухов и крапивы находился колодец, и с него уже давно не брали воду, потому что в колхозе вырыли другой колодец с хорошей водой. В глубине такого глухого колодца в его подземной тьме была видна светлая вода с чистым небом и облаками, идущими под солнцем. Никита наклонился через сруб колодца и спросил:
Вы чего там? Он думал, что там живут на дне маленькие водяные люди. Он знал, какие они были, он их видел во сне и, проснувшись, хотел их поймать. Но они убежали от него по траве в колодец в свой дом. Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные. Они, должно быть, хотели у Никиты выпить глаза, когда он спал. Я вам дам. Сказал в колодец Никита. Вы зачем тут живете? Вода в колодце вдруг замутнилась, и оттуда кто-то чавкнул пастью. Никита открыл рот, чтобы вскрикнуть, но голос его вслух не прозвучал. Он занемел от страха. У него только дрогнуло и приостановилось сердце. Здесь еще великан живет, и его дети. Понял Никита. Дедушка, Поглядев на солнце, крикнул он вслух. дедушка, ты там? И Никита побежал назад к дому. У сарая он опомнился. Под плетеную стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они такие были? Может быть, змеи? Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать умрет. Никита побежал скорее домой. Взял там 2 куска хлеба со стола и принес их. Он положил у каждой норы хлеб и сказал змеям: Змеи, ешьте хлеб, а к нам ночью не ходите. Никита оглянулся на городе, стоял старый пень. Посмотрев на него, Никита увидел, что это голова человека. У пня были глаза, нос и рот, и пень молча улыбался Никите. Ты тоже тут живешь? Спросил мальчик. Вылезай к нам в деревню, будешь землю пахать. Пень крякнул в ответ, а лицо его стало сердитое. Не вылезай, не надо, живи лучше там. Сказал Никита, испугавшись. Во всей деревне было тихо сейчас. Никого не слыхать, мать в поле далеко, до нее добежать не успеешь. Никита ушел от сердитого пня в сени избы. Там было не страшно. Там мать недавно дома была. В избе стало теперь жарко. Никита хотел испить молока, что оставила ему мать. Но, посмотрев на стол, он заметил, что стол – это тоже человек, только на 4 ногах, а рук у него нету. Никита вышел с сени на крыльцо, вдалеке за огородом. И колодцем стояла старая баня. Она топилась по-черному. И мать говорила, что в ней дедушка любил купаться, когда еще жив был. Банька была старая и обшелая, вся скучная избушка. Это бабушка наша. Она не померла, она избушкой стала. В страхе подумал Никита о дедушкиной бане. Ишь живет себе. Вон у ней голова есть. Это не труба, а голова, и рот щербатый в голове. Она нарочно баня, а по правде тоже человек. Я вижу. Чужой петух вошел в двор с улицы. Он был похож по лицу на знакомого худого пастуха с бородкой, который по весне утонул в реке, когда хотел переплыть ее в половодье, чтобы идти гулять на свадьбу в чужую деревню. Никита порешил, что пастух не захотел быть мертвым и стал петухом. Значит, петух этот тоже человек, только тайный. Везде есть люди, только кажутся они не людьми. Никита наклонился к желтому цветку. Кто он был? Ближе в цветок Никита увидел, как постепенно в кругом его личике явилось человеческое выражение. И вот уже стали видны маленькие глаза, носы открытый влажный рот, пахнувший живым дыханием. А я думал, ты правда цвет. Сказал Никита. А дай я посмотрю, что у тебя внутри. Есть у тебя кишки? Никита сломал стебель, тело цветка и увидел в нем молоко. Ты маленький ребенок был, ты мать свою сосал. Удивился Никита. Он пошел к старой бане. Бабушка, Тихо сказал ей Никита, но шарбатое лицо бабушки гневно ошарилось на него, как на чужого. ты не бабушка, ты другая. Подумал Никита. Коля и Сплетня смотрели на Никиту, как лица многих неизвестных людей, и каждое лицо было незнакомое и не любило его. Одно сердитое ухмылялось, другое злобное,
думала что-то о Никите, а третий кол опирался иссохших руками ветвями, а плетень и собирался вовсе вылезти из плетня, чтобы погнаться за Никиткой. Вы зачем тут живете? Сказал Никита. Это наш двор. На незнакомые злобные лица людей отсюда неподвижно и зорко смотрели на Никиту. Он глянул на лопухи, они должны быть добрыми, однако и лопухи сейчас угрюмо покачивали большими головами и не любили его. Никита лег на землю и прильнул к ней лицом. Внутри земли гудели голоса, там, должно быть, жили в тесной тьме многие люди. И слышно было, как они карабкаются руками, чтобы вылезти оттуда на свет солнца. Никита поднялся в страхе, что везде кто-то живет. Отовсюду глядя на его чужие глаза, а кто не видит его, кто хочет выйти к нему из-под земли, из норы, из черной застрехи сарая. Он обернулся к избе. Изба смотрела на него, как прохожая старая тетка из дальней деревни, и шептала ему: «У, непутевые, наряжали вас на свет, хлеб пшеничный даром жевать». Мама, иди домой. Пускай тебе половину труда дня запишут. К нам во двор чужие пришли и живут. Прогони их. Мать не услышала сына. Никита пошел за сарай. Он хотел поглядеть, не вылезет ли пень голова из земли. У пня рот большой, он еще капусту на городе поест. Из чего тогда мать будет щи варить зимой? Никита издали робко посмотрел на пень в огороде. Сумрачное нелюдимое лицо, обросшее морщинистой корой, не моргающими глазами, глянуло на Никиту. Далеко кто-то из леса за деревней громко крикнул: «Максим, ты где?» В земле! Отозвался пень голова. Никита обернулся, чтобы бежать к матери в поле, но упал. Он занемог от страха. Ноги его стали теперь как чужие люди и не слушались его. Тогда он пополз на животе, словно был еще маленький и не мог ходить. Дедушка! Прошептал Никита и посмотрел на доброе солнце в небе. Облако застило цвет и солнце. Теперь не было видно. Дедушка, иди опять к нам жить. Солнце показался из-за облака, будто бы дед сразу отвел от своего лица темную тень, чтобы увидеть своего ослабшего внука. Дед теперь смотрел на него. Никита подумал, что дед видит его. Поднялся на ноги и побежал к матери. Он бежал долго. Он пробежал по пыльной пустой дороге всю деревенскую улицу. Потом уморился и сел в тени овина на околице. Никита сел недолго. Он нечаянно опустил голову к земле, уснул и очнулся лишь на вечер. Новый пастух гнал колхозное стадо. Никита пошел было далее в поле к матери, однако пастух сказал, что уже время позднее, и мать Никиты давно ушла с поля к двору. Дома Никита увидел мать. Она сидела за столом и смотрела, не отводя глаз, на старого солдата, который ел хлеб и пил молоко. Солдат поглядел на Никиту, потом поднялся с лавки и взял его к себе на руки. От солдата пахло теплом, чем-то добрым и всемирным хлебом и землей. Никита оробел и молчал. Здравствуй, Никита. Ты уж давно позабыл меня. Ты крутой еще был, когда я поцеловал тебя и ушел на войну. А я то помню тебя, умирал и помнил. Это твой отец домой пришел, Никитушка. Сказала мать и утерла перед ником слезы с лица. Никита осмотрел отца, лицо его, руки, медаль на груди и потрогал ясные пуговицы на его рубашке. А ты опять не уйдешь от нас? «Нет», — произнес отец. Теперь уж век буду с тобой вековать. Врага неприятеля мы погубили. Пора о тебе и с матерью думать. На утро Никита вышел во двор и сказал вслух всем, кто жил во дворе, и лопухам из сараю, и колям в плетне, и пню в голове в огороде, и дедушкиной бане. К нам отец пришел, он век будет с нами вековать. Во дворе все молчали. Видно, всем стало боязно отца солдата, и под землей было тихо. Никто не коробялся оттуда наружу на свет. Иди ко мне, Никита. Ты с кем там разговариваешь? Отец был в сарае. Он осматривал и пробовал руками топоры, лопаты, пилу, рубанок, диски, верстак и разные железки, что были в хозяйстве. Оделавшись, отец взял Никиту за руки и пошел с ним по двору, оглядывая, где, что и как стояло.
Что было цело, а что погнило, что было нужно и что нет. Никита, так же как вчера, смотрел в лицо каждому существу во дворе, но ныне они в одном не увидел тайного человека. Ни в ком не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни злой жизни. Коля в плетнях были иссохшими толстыми палками, слепыми и мертвыми. А дедушкина баня была сопревшим домиком, уходящим от старости. Лет в землю. Никита даже пожалел сейчас дедушкину баню, что она умирает, и больше ее не будет. Отец сходил в сарай за топором и стал колоть на дрова ветхий пень на огороде. Пень сразу начал разваливаться, он сотлел насквозь, его сухой прах дымом поднялся из-под отцовского топора. Когда пня головы не стало, Никита сказал отцу: А тебя не было, он слова говорил, он был живой. Под землей у него пузо и ноги есть. Отец провел сына домой в избу. Нет, он давно умер. Сказал отец: Это ты хочешь всех сделать живыми, потому что у тебя доброе сердце. Для тебя и камень живой, и на луне покойная бабушка снова живет. А на солнце дедушка. сказал Никита. Днем отец стругал доски в сарае, чтобы перестелить заново пол в избе, а Никите он тоже дал работу – выпрямлять молотком кривые гвоздики. Никита с охотой, как большой, начал работать молотком. Когда он выпрямил первый гвоздь, он увидел в нем маленького доброго человечка, улыбавшегося ему из-под своей железной шапки. Он показал его отцу и сказал ему: А отчего другие злые были? И лопух был злой, и пень голова, и водяные люди. А это добрый человек. Отец погладил светлые волосы сына и ответил ему: Тех ты выдумал, Никита. Их нет, они непрочные, оттого они и злые. А это гвоздя человека ты сам трудом сработал, он и добрый. Никита задумался. Давай все трудом работать, и все живые будут. Давай, сынок. Отец верил, что Никита останется добрым на весь свой долгий век.